Всем здравия. Все ожидаемо. Все по закону. По их закону. Телефон у меня изъят для проведения экспертизы. Какой и почему, говорить не буду, дабы не попасть еще под одну статью нарушение тайны следствия. Все ожидаемо. Говорить о какой-то правомерности бессмысленно. Сейчас налаживаю контакты с людьми, у которых натоптаны тропинки в Генеральную прокуратуру, а также прокуратуры районов, где мне предстоит идти, а я обязательно пойду. Сейчас эта чесотка закончится. И я продолжу свой путь. В разговорах с сотрудниками довольно часто задаю риторические вопросы об офицерской чести, чести мундира. Кроме усмешек, в ответ ничего не получаешь. Вопрос риторический. Все давно ясно. Довольно много новостей в информационном поле. На белом глазу с экранов телевизора говорят о возможном предстоящем голоде, либо повышении цен на мясо и птицу. Связано это с тем, что под угрозой срыва находятся поставки китайской дряни, отвечающей за чрезмерный рост той самого мяса и птицы. Они уже не стесняются говорить об этом. Чем они вас кормят? Нас кормят. Свобода слова у нас существует. На Первом федеральном канале серьезно обсуждают, под какой елочкой справила нужду балерина. Также свобода слова существует и в интернете. Тролли, хейтеры, которые изрыгают свои какие-то, как им кажется, довольно разумные, критикующие вещи. Ребят, вы в песочнице. Я не высокомерен, но на вас уже смотришь как на какую-то шелуху. Кстати, из ряда недавно подписавшись, как минимум 10 сотрудников различных служб. Будьте осторожны в своих комментариях. Гоголевская, к нам едет ревизор. Очень хорошо всегда трезвила. Я думаю, проверки в различных райотделах, отделах пойдут только на пользу.
Уголовный розыск у нас занимается нарушителей масочного режима. У нас статью о несоответствии с занимаемыми должностями отменили, что ли. Еще одна новость. Буквально сегодня человек, находящийся в эмиграции, при оформлении медицинской страховки в Министерстве иностранных дел РФ, заполняя анкету, в графе место рождения графы РФ, Беларусь исчезли. Появилась графа СССР. Так что возрадуйтесь, все те, кто грезит восстановлением СССР. То ли это подготовка к чему-то новому, либо просто временная мера на переоформление фирмы под названием РФ. Информация достоверная, легко проверить. Еще раз о ностальгирующих по Советскому Союзу. У истоков всего этого движения, я уже говорил, стоит Алина Кабаева. Потом возникли множество отделений, каждый со своей правотой. И возрождение возможно, так как свинокопия Советского Союза под названием Евросоюз трещит по швам. Ну, а вернув в какой-то мере что-то из того, вы сыграете по их правилам, так как одним из ключевых инструментов любой государственности является государственная валюта. Рубль не принадлежит государству Российской Федерации. Он принадлежит Международному валютному фонду, так же как и Центробанк Российской Федерации. А как известно, тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Все будет хорошо. Чем раньше морок спадет с сознания, тем лучше. Как бы ни охали, ахали, зачем, почему, даже некоторое количество сотрудников впадает в ступор при моем ответе: зачем я иду? Я другого выхода не вижу. Ваши вожаки мне не подходят. То, во что верю я, верю я. То, что говорю я, говорю я.